Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Помогите. Nice. Здравствуйте. Как у вас дела? Регулярно, стабильно. Один момент, я выключу вытяжку, можно? Естественно. Можем. Великолепно. Благодарствую. Как у вас дела? Регулярно, стабильно. Это как понимаете? Ну, регулярно, стабильно. Все хорошо. Ну, а люди, которые вас знают, знают, что такое регулярно, стабильно. А вот я вас не знаю, поэтому я не знаю, как у вас регулярно и стабильно. Стоячок в 5 утра, как положено. Секс в 6. Стандартно. А в Зубы 6? чистим в 7. Секс в 6 с кем? Как с кем? Кого поймаю? Кого вы ловите в 6 утра или вечера? Никого с вечера привел домой. Тех потом ловлю пахать. Как тараканов? Зачем мне тараканы? Девушки, девушки. Простите. Не проститутки, нормальные девчонки, не думайте. То есть проститутки для вас не нормальные девушки? Не, это падшие женщины, падшие. Зачем? Падшая женщина. Я за деньги не могу, только по любви. Только по любви. Падшие? Ну, конечно. То есть для того, Ну, если она своей этой манухи не хозяйка, то какая она? Не... Да подождите, стоп. Проститутка и хозяйка — это две разные вещи. Вот для Вот, вас... так я говорю, для меня это нет. Это не объект для моего рассмотрения в плане даже секса. Это по помойкам лазить, я вас умоляю. А что для вас... Подождите. Что для вас проститутка? Падшая женщина. А что такое падшая женщина, скажите? Ну, которую пользуют все, кому не лень за денежки. Ну, что непонятного. Которая за деньги да, за деньги да. Переборчивая. Чего? Если она переборчивая. Где вы видели такое? Видела? Да ладно, блин. То платит, тот и танцует с ней. Нет, ну там есть своя расценка, простите. Вы так знаете эту стезю? Поверьте, я много знаю в своей жизни. Как вас зовут? Ух ты. Меня Солослав. Святослав, великолепное имя. Салослав. Как? Салослав, Салик. Салослав, окей. Это великолепное имя, меня зовут Олеся. Не такое, конечно же, имя, как у вас, но есть одно но. Тянется за веревочку. Я знаю в этой жизни практически все, кроме криптовалюты. Вот это все можно заработать. Не надо материться только. Оставалось многими, я вам хочу сказать, что простите. Хорошо, вы знаете все в этом мире практически, так? Не, я сказала Второй закон термодинамики, напомните, пожалуйста. Стоп. Я сказала практически все, что меня интересует. Я знаю в этой жизни практически все, кроме криптовалют. Второй закон термодинамики вас не интересует. А зачем оно мне? Правильно. А вас интересует что, допустим? В чем вы сильны там? В поэзии, в прозе, в чем? Допустим, В искусстве. Я вижу, вы стримите, да? Меня там смотрят, я довольна. Нет, я просто записывал шумные мысли. Знаю все, то, что меня интересует. Вы списываете, чтобы потом выложить, правильно? Нет, я записываю, чтобы потом это посмотреть. Зачем? Говорю, у меня есть кем этим заняться. У меня всегда есть свободные руки. Я уже не настолько молод, чтобы заниматься этим. По-христиански сделаем, да? В смысле? В смысле по-христиански? Я одинокая бедная женщина. Стоп. Значит, поговорим про проституток. С чего мы начали? Да. Есть эскорт, есть проститутки. Название не меняет. Нет, это не так работает. А если эскорт... Это ценовая политика, я понимаю. Кто-то на трассе стоит, кого-то на трассе пьют, а кого-то в дорогих лимузинах. А что то. Факт остается фактом. Подождите. Да. Это не
Значит, я была Да вы можете не материться, зачем вы материтесь? в ситуациях в своей жизни, знаю разные ситуации людей. Вы были эскортницей? Я знаю, наверное, Вы 15... были эскортницей? А? Вы были эскортницей? Что? Вы эскортницей сами были? Нет, конечно же А нет. откуда вы знаете специфику их работы? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. Если это можно назвать работой, конечно. Я была в этой теме, но не значит, что я А вы работаю. были в этой теме? Это как? Но не участвовала, да? Я знаю людей, которые привлекали этих людей. Я знаю. Людей, которые привлекали этих людей и на них зарабатывали. Вот это грамотные люди, которые привлекают эскортниц, да, дают им охрану, дают им постоянных клиентов и на них косят лаве. Я привлекала только вебкам-моделей. Тем более вот такие тоже. И срок там пробега 5 лет. Потаскают, затаскают по машинам, по виллам, и потом через 5 лет смотришь, спилась или снаркоманилась. Давайте разъясним, молодой человек. Давайте. Вебкам-модель — это человек, который зарабатывает на... На дураках. На дураках. Стоп, подожди, какие дураках? Вебкам-модель... Дураки, которые за это платят, за эти просмотры. Одинокие больные люди. Стоп. Это средство обмана. Обманывают одиноких, бедных людей. Вы смотрите порнографию? Нет. Нет, зачем? Смотрите, я тоже не смотрю. Я в ней снимаюсь. Порнографию... Я в ней снимаюсь. Великолепно. Вот вы снимаетесь, а я не смотрю и не снимаюсь в порнографии. Я вам Ну, объясню видите. один элемент. Вы мне объясните, вам сколько лет, если сидели? Какого года вы рождения? Давайте так начнем. 2003-го, а мне 20 лет, через месяц А полтора я 76-го. Как вы думаете, кого больше опыт? осталось вас. Но сейчас А я 76-го года рождения. Как вы думаете, кого больше опыт? вы Я в 2 раза Нет, вас стоп. старше. 2,5 даже. А вы смекаете, что дело не... Сколько вам лет? Дело в опыте. Вот Опыт именно это- в этом. Ну, какого больше опыт, у меня или у вас? Меня постоянно перебиваете. Опыт такая штука, что не... А у вас есть Дискорд? У вас есть Дискорд? Программа Нет, есть такая? Нет, Дискорда. Жалко. Вот надо было с вами поговорить так вот этот. Я вам сейчас объясню. Опыт — это такая штука, которая не проявляется в возрасте. Да ладно. Да, конечно. Да, конечно. А Вот. что такое опыт? То есть вы можете пережить 10 лет одной... Что такое опыт? Вы можете монотонно Что работать. такое опыт? Ну, что такое опыт? Да. Проявление себя в жизнь. В качестве в разных пунктах. Понимаете? Вы школу до какого класса закончили? Да, конечно. До какого? 11 классов закончила все. Вы сейчас с кем работаете? Ну, ладно, скажем так, профессия есть какая-нибудь у вас? Рекрутером-мастер маникюра. Ага. И у вас огромный опыт в жизни, вы мастер маникюра. Не, стоп. Опыт это не... То, что я работаю мастером маникюра... Опыт это навык. А навык приобретается в течение чего? В течение определенного срока жизни, времени. Логично. Не правда ли? Вы хотите сказать, что вы общаетесь с вот этими фифами накрашенными, силиконами, и больше, чем это? Знаете, чем я? А почему вы не пошли получить высшее образование? Высшее образование? Давайте я вообще объясню. У меня есть великолепнейшая мама. Чистой души человек, который имеет 2 диплома высшего образования красного. Знаете, Молодец. как я работала? Не знаю. А знаете почему? Вы мне врете. Она не купила, она не покупает. Образование высшее может быть одно, во-первых. Второе идет как дополнение. У вас мама кто по первому образованию и по второму кто по профессиям? Что заканчивала? Мне должно Как быть... неудобно, да? Как неудобно. Обманула, а теперь попала в лужу села. Мне должно быть стыдно, потому что я не помню. Она мне говорила очень много раз, но я постоянно забываю.
Тут помню, тут ничего. Она мне что-то с математикой. Я просто запомнила в своей голове, что-то с математикой связано, и она еще третья закончила. Она закончила третья как швея, потому что ей это нравилось. Это я точно помню, но я не помню 2 высших, потому что у меня с головы взбилось. Не надо материться, во-первых. А вы говорите, еще раз повторю, не надо материться. И вы мне говорите, что у вас больший опыт, вы не помните, какое образование получила ваша родная мама. 3, ну швея, ладно, да, вспомнили, а первых 2 мы не помним. Что-то с математикой. Бухгалтер? Что-то типа такого. Честно, я не... Сейчас хороший бухгалтер очень достойно зарабатывает. Мне должно быть стыдно за это, но это не значит, что мне конкретно стыдно. Просто говорится о том, что это ее жизнь, она это пережила. Я в подростковом возрасте это запомнила и больше ее не спрашивала, чтобы не стыдить самой себя, что я... Вы с мамой давно не общаетесь, так понимаю? Я общаюсь почти практически каждый день, но я ее не видела 3 года. Это очень печально, конечно, но не суть так важно. Значит так, молодой человек, который записывает меня на камеру и где-то выложит, если вы меня выложите, я, конечно же, на вас подпишусь и буду вашим мембером, который будет вам ставить лайки и комментарии. Думаете, мне вас именно не хватает, да? А почему? А почему бы и нет? Смотрите, какая девушка перед вами. Почему бы? Почему бы и нет? Я смотрю, у девушки проблемы с прикусом. Прикусом? Ну, зубки кривенькие. Прикус это одно, а кривенькие это другое. Да, правда, что? Верхняя или нижняя выбегает вперед, а кривые зубы. Вот, вы мне расскажите, да. Расскажите мне. Ну, конечно, расскажи. А как будет челюсть по латыни? А вы знаете латынь? Естественно. Так расскажите, раз знаете. Я же не буду бесплатно вашим образованием заниматься, я вас умоляю. Тогда говорите лишнего, раз вы не хотите поверить. Щелепа. Сказать в мою жизнь. Щелепа, можете проверить. В чем проблема? Лопатка скапуля. Душа моя, в чем проблема? Тихо, маленькая. Малыха, стоям бы. Малыха? У меня дочка твоего возраста, ты чё? Берега попутала. Возраста, серьезно? Я 76-го года рождения, посчитай. Сколько мне годиков? Я родился в 76-м году. У тебя мама какого года рождения? Откуда я знаю, откуда вы мне говорите? У тебя мама какого года рождения? Но я не запомнила. Я помню. Мама говорила? Маме сколько лет? Что-то не помню, сколько маме лет? 56. Ну, вот видишь, знаешь, мама какого года рождения? Не понимаю. Ты молодец. А какого года мама рождения? Да. И чтобы сравнить дату, которую я сказала, точнее возраст? Да. Мне должно быть стыдно на 72-го. 72-го? Да, посчитайте. Давай посчитаем. Если 72-го года, ей 52 года. Вы серьезно? Посчитай. Что вы гоните? Да, посчитай. Конечно. Может быть, неужели я пропала ее? Прости. Ты. 52, я сказал полных, 53 исполнится. А маме твоей сколько? 50. Стоп. Смотри, у тебя мама старородящая, да? Она тебя в 40 лет родила, получается. Нет, она меня вот родила. Это у тебя жизненный опыт, я в шоке прям.
Она родила меня в 34-33 года. 34 или 33? Или это был промежуточный год какой-то, високосный? Я свою мать видела 3 года назад, ее день рождения. К сожалению, мы живем отдельно. Я по датам, она по датам просто супермен на самом деле. Она знает даты людей, которые вообще я не знаю. Да не матерись ты. Вот это опыт. Я по Вот датам... это опыт. Хочешь быть в Ютубе? Не матерись. А ты в Польшу откуда переехала? Простите, конечно же, душа моя, не буду. Значит так, я по датам очень сильно склеротик. Не, подожди, склерозик. Ты в Польшу откуда переехала? Ты уже не помнишь, что ли? В Польшу откуда переехала? Да, ну ты сейчас в Польше находишься? Я в Польше, ну, в Украине. Ну, в смысле в Украине? В Польше? Варшава пишет. Варшава. А переехала откуда? Я сказала, с Украины. А, тогда не мудрено, что у тебя мама работала за высшим образованием уборщицей. Конечно. Там-то не нужны образованные люди. Согласен. Я-то думал, где-то в России 2 высших образования, работают уборщицей. Думаю, да ну нафиг, такого не может быть от слова совсем. Вон он, ну чё. Вот оно чё, Михалыч. Я-то думаю. К сожалению, так есть. Она вот очень... видишь. Вот тут я с тобой согласен, да. Что проблеснула, протекла через это... Да не матерись же ты, да ёкарный бабай, блин. Запикаете, поработаете. Смотри, я тебе сказал слово щелепа, ты даже не отреагировала никак на это слово. Щелепа это что по-украински это что? Щелепа по-украински что обозначает? Молодой человек. Возможно, уже не за молодого спасибо. Я... Конечно же, да. Чего ты? Не знаю этого. Как, ты украинка? Я в 1 классе жила в России. Пошла в школу в 1 классе в России. Русскоязычная школа была моя number one. И дальше я пошла в украинскую, и там уже более-менее... В каком классе ты уже... По поводу? В каком классе ты пришла-то туда, в украинскую школу? Мне было 7 лет, но я разговаривала на русском. 2 класс. 2 класс. Да, 2 класс. Но я разговаривала на русском. И ты не знаешь рідної мови? Я не знаю рідної мови. И что? В каком городе ты училась? Николаев. Николаев, ну, в принципе, Николаев, это ж наш город, да, какая Одесса. Да. Наш это что? Наш это кого? Русский. Русский. Николаев, кем был основан, в каком году? Ну и великолепно. Значит так. Честно, вы больше заработали бы лайков, подписок на моей маме, чем на мне. Зачем трогать умного, грамотного человечка? А что ты маму к себе не заберешь? У нее значит так. Ну сейчас начнется! Я могу рассказать, если это не попадет. Тогда не надо, не рассказывай. Туда, куда надо. Просто почему ты маму не заберешь себе? Ты же, конечно, хорошо живешь. Неплохо, не жалуюсь. Ногти паночкам робишь. Я не могу. А? Я не могу. Что так? Нарушить закон я не могу нарушить закон. Какой закон ты нарушаешь, если забираешь маму к себе? Она оставила свои паспортные данные, все документы в городе. Она тогда на то время жила на Кимбургской косе, на даче, Черное море. Какие данные, в каком городе? Что тебя понесло, как Рагуля до Польши? Где она, в каком городе оставила данные? Годы жизни своей, может быть, оставила, а данные как она может оставить городу? Какому-то разному человеку это несу. Человек оставил данные паспортные в городе.
остался на даче, его забрали, вывезли в Россию, потому что Маму там твою вывезли? девушка. В чем проблема? Кто маму вывез в Россию? Россияне. Вот это поворот! Каким образом? Добровольным. Ничего не понял. Давай еще раз по порядку. Маму забрали Моя- с дачи россияне. Паспорт свой оставил в городе. Ага. Понимаешь? И без паспорта ее с дачи вывезли россияне. На даче, где ее паспорт не присутствовал, ее забрали, вывезли, чтобы ее не Как ее могли вывезти без паспорта? дали, вывезли в Россию. Куда? Куда? А куда в Россию ее вывезли? Данные. Она подалась. Кто? на Подожди. Да подожди, не тарахни. Куда ее вывезли? Куда в Россию? В какой город? Да какая разница, какой город? Лжешь, собака! Не умеешь ты врать. Ты когда врешь, у тебя ногти укорачиваются на вот этой руке, где колечко. Окей. Нет, ее вывезли в Россию, в южную сторону. Ей сейчас дают... Мама сейчас где живет? Да какая разница, где она живет? Сам факт остается фактом. Ой, не лги, царю лжешь. Ее без паспорта никто бы никуда не вывозил. Ты Нет. Я ж не твой родственник. Я не такой брехун, как ты. Маму россияне добровольно вывезли. Так. Заехала бы за паспортом и поехала. Ты серьезно? Серьезно. Честно? А у мамы от дачи до дома сколько расстояние? Ты не была в своей стране. И я хочу тебе сказать... Как она не была не в своей стране была, не в своей стране без паспорта? Ты мне объясни, как это возможно? Да это... Ты не понимаешь, если у вас все покупается... У кого? У нас? Тихо, У тихо. вас, я знаю... Тихо, тихо. Откуда ты знаешь? Ты из России уехала во 2 классе. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Это у вас за $6000 можно с Украины уехать куда хочешь. Призывной, не призывной. Не подрывайся. Не подрывайся. Как это мне нравится. А теперь по новой. Расскажи мне, что у нас можно купить за деньги? Давай, расскажи мне. У нас же нет такой коррупции, как у вас. Какие апартаменты? Как ее могли вывезти из другой страны в другую страну без паспорта? Ты гонишь? Не ты, а вы. Ты гонишь? Нет, ты гонишь. Вот гонишь ты. Уважение. Это у тебя опыт. Нету. Ты гонишь? Ты серьезно? Расскажи мне, каким образом... Все, иди. Ну не хочу я на нее нервы тратить. Ну реально тупик.